Китай осудил Анкару, призвавшую закрыть лагеря политического перевоспитания, и опроверг информацию о смерти Абдурахима Хеита. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньинг заявил, что было выложено официальное видео с Хеитом, в котором он лично подтверждает, что с ним все в порядке. Выступивший по этому поводу глава информационного центра Восточного Туркестана Абдужалил Каракаш призвал мировое сообщество не поддаваться интригам китайских властей. Он напомнил, что Китаю, уступавшему тюркам на поле боя в древние времена, благодаря своей хитрости удавалось изменить итоги политического противостояния. Не стоит забывать, что Китай и сегодня придерживается той же стратегии. Последние заявления Китая и видео с Хеитом – не что иное, как попытка ввести в заблуждение уйгуров и страны, поддерживающие их. Сегодня в Стамбульском районном суде Чаглаян проходит очередное слушание по делу Абдулькадира Япчана. На слушание, в котором будет решено о его экстрадиции в Китай, пришли сотни уйгуров. Япчан, проживавший в Стамбуле последние 15 лет на основании решения Верховного комиссара ООН, был задержан в 2016 году. Отдел внешних связей Европейского Союза предостерег дипломатов и военных, находящихся в Бельгии, о китайских шпионах. По данным Комитета безопасности Европейского Союза, на данный момент в Брюсселе находится 250 китайских и 200 российских разведчиков. Министр иностранных дел Китая выступил с жестким заявлением в адрес США, направивших 2 военных корабля в Южно-Китайское море. В свою очередь, министр обороны Англии Гевин Вильямсон подтвердил информацию о том, что Англия намерена направить в Южно-Китайское море военный корабль в сопровождении истребителей F-35. Группа французских либералов начала работу над проектом «Светская мечеть. Удобное правительству». Это вызвало недовольство мусульман Франции. Напомним, что в прошлом году Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что правительство разработало французский ислам, на основе которого все исламские учреждения и мечети будут функционировать по светским законам.